Слышите эти звуки? День национального костюма празднуется в республике громко и широко. В парке культуры и отдыха Кашкадан самый настоящий праздник. Здесь собрались представители самых разных народов нашей многонациональной страны. В башкирскую столицу приехали лучшие коллективы не только со всей республики, но и из других уголков России. Но лучше о происходящем нам расскажет президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Арвитовна Лянги. Он называется «Звук Евразии». И его задача в том, чтобы молодые ребята, школьники и чуть постарше, они знали и умели танцевать под свою родную музыку. При этом музыка эта должна быть абсолютно современной. То есть мы не хотим, чтобы люди вернулись в деревню и там вот как раньше, значит, на старинных инструментах. Нет, мы же сейчас совсем современные люди, да? Все с гаджетами, вон у меня тоже, вон, видите, там. Да, я чуть что сразу все снимаю. Вот. И очень важно, чтобы у нас была наша музыка, чтобы мы знали наши мелодии. А они, как мы сегодня убедились с вами, могут быть безумно зажигательными, танцевальными. Это точно, зажжем вместе под музыку народов России. И заодно познакомимся с культурой самых разных этносов. В нашей стране проживает 145 миллионов людей. Все мы представители 160 национальностей со своими традициями, костюмами, музыкой и языком. У вас все будет хорошо, но для этого мы должны сейчас все вместе зажечь!
Отличительной особенностью русского народного костюма является обилие узоров, вышитых золотыми нитками. Девушки обязательно в сарафанах и белых рубахах. Это, кстати, повседневная одежда. Представляете, в давние времена каждый день так наряжались. Мужской костюм более скромный, но тоже сложный. Рубаха-косоворотка, обязательно пояс, который выполнял не только декоративную функцию, но и весьма практичную. За него можно было заткнуть топор или какой-нибудь полезный в хозяйстве инструмент. Не зря же есть выражение «заткнуть за пояс», значит превзойти соперника в деле. Народный ансамбль народного танца «Байрам». Расскажите о вашем ансамбле. Мы заслуженный коллектив народного творчества Республики Башкортостан, народный ансамбль танца «Байрам». Уже 25 лет радуем наших зрителей. И мы на таком замечательном мероприятии. Бед Байрам! Биюсиз Байрам Булмай! С вами Туари. Это стилизованный карельский костюм, но выполненный в традиционных цветах. Темные глубокие оттенки обволакивают и дают ощущение тепла в заснеженных горах Карелии. Это не будет лишним. У девушек повседневный наряд – это сарафанная рубаха. Лично меня зацепил такой любопытный факт об украшениях. Оказывается, суровые карельские женщины в качестве подвески могли носить на груди охотничий нож. Спасибо большое. Ну что, немножко пошаманим.
Это национальный удмуртский костюм. Есть нагрудник, но он отличается от башкирского, более привычного нам. Платок повязан на старинный манер, под ним повязка. В таком виде в удмуртских деревнях еще в прошлом веке легко можно было встретить девушек. Конкретно это северный вариант костюма, он более темный. Существует множество разновидностей нарядов. Все зависят от района проживания. Наталья Юрьевна, откуда вы знаете столько о культуре своего народа? Я училась в музыкальном колледже в городе Ижевске. И с 96-го года прошлого века удмуртские песни, бесермянские крези стали делом моей жизни. Я настолько полюбила этот жанр, что я до сих пор этим занимаюсь. И каждый раз учусь новому, саморазвиваюсь и стремлюсь к совершенству, потому что этот жанр предполагает развитие. А так выглядит национальный костюм техноказаков. Шутка. Национальные казачьи костюмы выглядят значительно иначе. Вот вам фото для сравнения. Цвета сдержанные, но не темные. Строгий кафтан, а вернее бешмет, рубаха, юбка, сапожки. Также место проживания определяло особенности фасона и цветовую гамму наряда. Это, и это, и это, и это тоже. Это все национальный казачий костюм. С вами была Валентина Нестерова, группа «Сокол». Танцевальный ансамбль Сикварули. Грузинский танец. Грузинский женский национальный костюм должен подчеркивать скромность его хозяйки. Голова обязательно покрыта, а цвет платья неприметно спокойный. Этот больше напоминает повседневный вариант, ведь грузинской хозяйке нужно выполнять много работы по дому. Излишние декоративные элементы могут помешать. Праздничный наряд выглядит намного богаче.
Следующая представленная костюмная пара принадлежит узбекскому народу. Женский узбекский национальный костюм всегда включал в себя несколько элементов. Это платье-тунику, шаровары, халат, головной убор, обувь и, конечно же, украшения. У мужчин же одежда отличается простотой и функциональностью. Узбеки носили широкие рубахи разного типа с широкими штанами. Рубахи были длинными до середины бедер. Их подвязывали платками или поясами. У мужчины обязательно имелся головной убор или шапка согласно исламу. Поэтому тюбетейка, чалма и кулок были обязательным элементом мужского национального костюма. Большое спасибо, коллеги! Узбекские национальные костюмы очень яркие. И по сей день в Узбекистане нередко встретить человека в таком стеганом халате с тюбетейкой на голове. Декоративные элементы почти всегда расшиты золотом. Часто используется ткань, атлас или шелк с таким характерным блеском. Студия «Успех», узбекский танец. Ну а мы продолжаем знакомиться с красотой народных культурных наследий и представляем вашему вниманию марийский традиционный костюм. Традиционный марийский костюм, как мужской, так и женский, состоял из рубахи, кафтана, штанов, пояса с подвесками головного убора, кожаной обуви или лыковых лаптей. Женский костюм дополнялся шейными, грудными, поясничными украшениями, шейдарман, серьгами, кольцами, браслетами. А грудной разрез традиционной мужской рубахи скреплялся при помощи двух нитяных завязок. Кафтан – важная часть традиционного костюма. Марийский костюм богато украшался самобытной вышивкой, кумачом, тесьмой. Шляпы валяли в домашних условиях. Передники были важной частью женского костюма, а также головные уборы различных типов и платки. Марийский национальный костюм. И марийский фольклорный ансамбль Центра культуры Благовещенского района Онгыр-Юг.
ансамбль «Онгар-Юг». Встречайте аварский танец в исполнении образцовой хореографической студии «Успех». Начнем с того, что аварцы – это самый многочисленный народ Дагестана. Основным элементом женского костюма, как и у других народов, Дагестана является туникообразные платья и штаны. Молодые девушки предпочитают яркие цвета. На голове чепец, а поверх покрывало, больше напоминающее большой платок. Ну а сейчас время цыганского наряда. Цыгане или рома известны всему миру. Считается, что свой кочевой путь их далекие предки начали в Индии. Со временем сформировался особый народ с общими корнями, языком и тщательно охраняемыми традициями. К последним относится и цыганский костюм, отражающий их эмоциональность, образ жизни и предпочтения. Каждая деталь цыганского костюма говорит о духе свободы, непокорной натуре и кочевом образе жизни народа. Вы сегодня обратили внимание, какие мы все разные, да, какой у всех разный темперамент, какие мы разных нарядах, но при этом мы все такие красивые, мы все дружные, мы живем в одной великой, единой стране России, в красивом, замечательном Башкортостане. Празднуем этот праздник в городе Уфе. В нашей республике проживает более сотни национальностей, и каждая культура важна и нужна. И пусть погода не радует, на сцене ярко и весело.